Так, Маш Дуала, Сахам Сырноклас, здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. У меня снимаются параллельно два ролика, потому что это было слишком длинно, я все-таки решила этот ролик снять отдельно. Значит, у меня сегодня на ифтар будет рыба хек. Хочу в таком, как я говорила в том ролике, со сливочным соусом. На гарнир будут макароны. Аишка. Остальные спят у нас, да? Да. Аишка тут со своим фотоаппаратом. Ага. Скажи добрый вечер. Вот так, Аишки у нас зубики упали. Красавица наша. У нас у Аишки с глазами небольшая проблема. Надо ее к врачу. Уже были, обращались, но пока не решили эту проблему. Так, сегодня опять у нас не все наши дома, поэтому рыбки тоже хватит нам. И Мухаммед проснулся, да? Мухаммед. Мухаммед. Хавизу? Сом Вянуха. Вяну. Абдул Малик. Что-то у меня телефон падает. Абдул Малик сом Вянви? Вянвити? Так, что-то у меня штатив не держит и не держит мой телефон. Так, ну все. Теперь мы быстро. Как всегда, моя любимая адыгейская соль для рыбки. Немножко дадим постоять, пока я займусь черемшой, я займусь луком. Она у нас немножко промаринуется. Все. Очень мне нравится эта соль, друзья. Там запах трав, ароматы очень вкусные. Так. Ай, давай махик. Клеенка от махик. Так, друзья, ну что, значит, у меня идет процесс. Сейчас быстренько обжарим лук. Ну, это типа соуса бешамель, конечно, но не бешамель. Это тоже, можно сказать, мое, как бы мое авторское блюдо, да? Обычно в соус бешамель лук не кладут, а я кладу лук. Вот этот вот соус, белый соус, моя свекровь всегда называла его белым соусом, очень нравился моей свекрови к рыбе. Ну, мы иногда делаем томатный соус, а в основном всегда делали вот чуть-чуть растительного масла и сливочное масло. И я сейчас хорошенечко потушу лук. Вот так вот. Лука много не бывает, лук наши любят. Поэтому так. Мухаммед, ты туда идешь? А чего ты живешь? Ну давай, иди. Так, что-то у меня тут. Так. Сейчас это все обжарим. Так, по-моему, черемша у нас тоже готова, но она будет не в этом ролике. Вот я вообще не налила сюда водички, друзья. Просто топленое масло. Ну, это, в принципе, сегодня, наверное, уже все поестся, съестся. Так, убавлю огонь. Это уже просто так, но, скорее всего, только сегодня на ифтар не хватит ее. Ну, не знаю, сколько поедят. Сколько поедят, столько поедят, а остальное, что если вдруг останется, то заморожу. Ну, вряд ли, потому что, видите, черемша осела, ее уже мало. Водички я не наливала. Она просто у меня тушится в собственном соку. И этим масло топленое там. И сейчас немножечко добавлю сливочного масла.
Тоже будет очень вкусно. Вот такой вот кусочек. Все, ничего сюда больше добавлять не буду. Мы любим так. И пусть теперь на медленном огне это все тушится. Нашла мне зарядочная? Ага, что-то у меня телефона зарядки нет. Когда малыши сюда приходят, им нужно, бывает, все наши телефоны, нужно приходится отдавать. Вот. Так, теперь быстренько это будет обжариваться. Надо поставить уже сковородку, чтобы жарить рыбу. Потому что уже время почти поджимает. Мама, гаваттыри! Спит она? Иди разбуди уже, пора маму разбудить. Тихонечко разбуди, Абдульмалика не разбуди. Или пускай она мне помогает тоже накрыть на стол. Хочу, Алдис, да, хочу. А что ж ты только не разбудила Абдульмалика? Она просто пришла с работы, устала, легла покормить малыша и заснула рядом с малышом. Так, все, пускай этот лук у нас тушится, чтобы стал мягким. Так, черемша уже все готово. Так, ну что, процесс у нас идет. Лучок наш тушится. Сейчас сковородку разогреем и быстро положим нашу рыбку. На первое у нас ничего не будет, будет просто рыба с гарниром. На гарнир будут макароны и вот с этой белой подливой. Пока немножко убавим. Пока еще не солила, ничего. У меня кукурузная мука, такая мягкая. Буду тренировать в кукурузной муке и обжаривать. Уже у меня варится макароны на гарнир. Так, теперь мы сюда добавим немножко муки. Немножечко обжарим. Посолили, поперчили. Перца, вернее, чеснока сушеного добавим. Делаю и овощную нарезку, и фруктовую нарезку. Немножко лучок пережарила, но ничего страшного. И теперь добавим сюда. Можно молоко, можно сливки. У меня сливки. Ну, курей, поэтому занесла ему. Тихо, ничего. Все, как и сам. И все, теперь пускай немножко потушится. И это будет у нас вот такая вот белая подлива. Так, ну что, рыбка готова. И теперь мы, вот эта подлива наша тоже, как видите, готова. Можно ее и пожиже сделать, добавить водички, но я не буду. Я сразу хочу залить нашу рыбку. И минуты 2-3 потушить ее в этом соусе.
соединяться. Так, на гарнир у меня есть, если кто хочет, гречку, но на гарнир обычно у меня гречку не любят. Вот такие вот перышки. Фись! Ходи, тарелка, да? Так, положила масло сливочного. И вот такой вот уже ставим. Вот готов. Всё. Так, ну все, наш ужин ифтар готов. Мухаммед уже начинает у нас трапезу. И вот как наш котик лежит, посмотрите на него. Короче, вот так вот. Что мы приготовили? Рыбку с макаронами в таком сливочном соусе. Очень вкусно, попробуйте все-таки. Салат из пекинской капусты быстро Мадина сделала. Черемша. Просто нарезка. Фруктовая нарезочка. Компотик, водичка, финики. Короче, все готово у нас. Мухаммед сразу, как только сел, свою тарелку поставил дяде. А вот еще один у нас разговляется, сидит, кушает. Вот так вот. Не хотите привет передать? Давайте. А то я сейчас направлю камеру, а там грязная посуда. Ну ладно, не хотят они. Короче говоря, друзья, вот такой вот сегодняшний у нас ифтар с малышами. Мы все равно тебя сняли. Пускай наш пост примет Всевышний, наш сегодняшний пост примет Всевышний. Дальше махову лучше масне. Ну вот как-то так.